День сотрудника органов следствия отмечают в стране вот уже на протяжении 10 лет. За последнее время удалось раскрыть 145 самых различных преступлений. Даже сегодня, в такой праздник, эти люди продолжают работать для укрепления законности и правопорядка в регионе. Они расследуют тяжкие и особо тяжкие преступления, противодействуют коррупции и экстремизму, защищают права и интересы граждан. Заур Даурбеков занимает должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел вот уже 6-й год. Еще в 2002 году следователь решил полностью посвятить свою жизнь этому делу. Желание бороться с нарушителями закона появилось в подростковом возрасте, признается Заур Даурбеков. Теперь же в его обязанности входит не только это. Изучение дела, дача указаний следователю об выполнении тех или иных следственных действий, проверочных действий, направление хода, результата расследования, подсказать, то есть правильное направление. Ну и помимо вот этого, это основная обязанность, на чем строится, в принципе, работа Следственного комитета. Это, то есть, как я сказал, это организация оперативное и качественное расследование уголовных дел и проведение проверок. То есть помимо этого, ну и как бы другие обязанности связаны с общим руководством отдела. Рабочий день Заура Даурбекова начинается с проведения оперативного совещания со следователями. В ходе собрания обсуждаются этапы поставленных задач, дальнейшие действия для закрытия того или иного дела. Также даются конкретные указания. Далее у сотрудников все по плану. Допрос, очная ставка, обыск, выемка, осмотр и ряд других необходимых следственных действий. Определяются участники, следователи, которые будут расследовать. Если дело объемное, то создается следственная группа, куда включается необходимое количество следователей из отдела или же из районов. Далее, после сбора достаточно доказательств, мы уже предъявляем обвинение фигуранту в совершении преступления. Работники Следственного управления Следственного комитета занимаются выявлением и раскрытием самых разных преступлений. Одно из последних дел – незаконное присвоение газотранспортных объектов 50-летним жителям Ингушетии. Следователям практически сразу после оформления права собственности удалось выйти на след нарушителя. Было доказано, мошенник был направлен в суд, где оно рассматривается до настоящего времени, и также одновременно в рамках расследования мы добились того, что стоимость этих 522 газотранспортных объекта составляла, насколько, 359 миллионов рублей. То есть данный ущерб, причиненный как и администрация, как и Министерство имущественных отношений, был восстановлен полностью, в полном объеме, и, то есть, так сказать, было дело закончено. Расследование преступлений представляет собой специфический вид государственной деятельности, требующий от следователя соответствующих волевых, психологических и нравственных качеств. Существует два отдела, где расследуются наиболее резонансные преступления. Руководство перед нами ставит задачи по защите социально защищенных категорий граждан. В частности, занимаемся вопросами проведения проверок и расследования уголовных дел по фактам невыплаты заработных плат. 25 июля – День сотрудника правоохранительных органов. Это люди, которые разбираются во всех тонкостях Уголовного кодекса, руководят расследованием не одного дела, а часто сразу нескольких, чтобы сохранить спокойствие в каждом доме. Я бы хотел поздравить всех своих коллег, пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в нелегкой профессии, поскольку мы понимаем, что работа следователя она связана с ненормированным рабочим временем. В любое время суток, когда поступает сообщение о совершении преступления, о том или ином происшествии, следователи, не считаясь с личным временем, осуществляют выезд на места происшествия. Сотрудники органов следствия вселяют в сердца граждан уверенность в том, что ни одно преступление не остается без наказания, что справедливость восторжествует и всякий, считающий себя выше закона, получит повод осознать свою неправоту. Малика Измайлова, Акрама Дасхоев, Новости 24.